Сначала эти работы были представлены в Ростовском государственном экономическом университете. После окончания мероприятия было принято решение. Эти снимки должны увидеть жители Чеченской Республики. И вот выставка здесь, у себя дома, как говорит автор проекта. Когда я только задумался об идее создания этой выставки, я не знал, чем я могу быть полезен древнему и очень мною уважаемому чеченскому народу. Я думаю, есть такая замечательная традиция Балхи. Я думаю, пускай будет эта выставка, этот рассказ о вашей республике маленьким кирпичиком строительства общего дома под названием «Россия». Под экспозицию отведен один из залов музея имени Ахмад Хаджи Кадырова. Фотовыставку посетил Джамбулат Умаров. Он отметил значение этого события в культурной жизни Чеченской Республики. Спасибо вам за тот великий гражданский подвиг, который вы совершаете, даря нам эту великолепную, очень глубокую по своему смыслу и очень широкую по своему содержанию выставку, которой мы сегодня будем любоваться. Спасибо вам и вашим друзьям за то, что вы есть. Спасибо. На этом торжественная часть не закончилась. Заведующая кафедрой журналистики Ростовского государственного экономического университета Валентина Кихтан и Виталий Деминовских получили благодарственные письма от министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Почему автор выбрал монохромный вариант изображения? Чтобы подчеркнуть атмосферность снимка, глубже раскрыть суть вещей, чтобы внимание зрителя концентрировалось на самом важном, говорит фотограф. Через черно-белый оттенок раскрываются эмоции, личные впечатления и особый взгляд. Здесь запечатлены люди, природа, те исторические места, которые автор заснял еще в 2012 году. А сейчас уже сколько лет прошло, да? 4 года, и мы можем видеть, как изменилась эта республика, насколько она стала красивая, насколько город сам Грозный стал насколько красивый, такой свободный, может быть, еще если сказать доброжелательный. Фотоработы сделаны в 2012 году. За эти 5 лет они были представлены в разных городах России и за рубежом, и каждый раз производили на зрителей неизгладимое впечатление. А когда он показал свои работы в Праге, присутствующие засомневались, что не обошлось без фотомонтажа. Я эту выставку открывал, презентовал в Чешской Республике в городе Прага, в российском посольстве. И очень много было вопросов, что не фотомонтаж ли это. Я сказал, что нет, и представил негативы. Почему черно-белое фото? Потому что я хотел показать эмоции людей. Неспроста название всего моего фотопроекта было названо «Чеченская Республика. Люди, события, факты». То есть для того, чтобы передать людей и эмоции, обязательно нужно использовать черно-белую фотографию, потому что цвет отвлекает от главного. После окончания выставки Виталий Деминовских принял решение подарить музею все свои фотоработы. Танзила Умарова, Шамиль Саламов, Новости.